Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Биз Петербург шаарында жүрөбүз. Питер эл аралык экономикалык форумунда. Бул жакта болсо Кыргызстандан аттуу баштуулар келди. Алардын ичинде Темир Аргынбай Сариев, Соода энергия палатасынын президенти. Ошо мекендештер жөнүндө жакшы сөзүн айтты, угуп коюңуздар. Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что самое тяжелое время мы были с вами. Если возьмем Отечественную войну, именно панфиловцы защитили Москву. 28 панфиловцев, среди них и Иван Васильевич Панфилов, это формировал именно централизацкий дивизию, который защитил Москву, и это был переломный момент. После этого уже пошло туда, в сторону опять запада, да, это первое. И второе, я хочу подчеркнуть, что когда СВО началось, первым, кто протянул, не побоялся, это именно была Кыргызская республика. И потом только остальные подтянулись. Это заставляет, чтобы Российская Федерация, побуждает Российскую Федерацию, чтобы они относились и считали Кыргызстан самым надежным партнером. А и в бизнесе, и в политике надежность – это штука очень такая редкая, дефицитная, да? Мы вместе с вами. И спасибо за сегодняшнюю организацию, спасибо за приглашение. Я очень рад. Спасибо. Уважаемые участники бизнес-диалога, уважаемые дамы и господа, приветствую участников сегодняшнего нашего мероприятия и искренне благодарю организаторов 28-го Петербургского международного экономического форума и кыргызско-российского бизнес-диалога. Кыргызстан рассматривает ПМФ как эффективную площадку для развития деловых связей и обсуждения совместных проектов. Кыргызско-российский бизнес-диалог укрепляет взаимодействие между государственными структурами и бизнесом двух стран, способствует обсуждению актуальных проблем и принятию практических решений. Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. В 2024 году объем взаимной торговли составил 3,6 миллиарда долларов США, увеличившись за год на 14%. За первый квартал 2025 года оборот составил более 770 миллионов долларов. Доля России в товарообороте Кыргызстана достигает более 22%. Сторонами поставлена задача довести этот показатель до 5 миллиардов долларов в год. Для достижения этой цели активизируется торговля, устраняются барьеры, развиваются новые форматы взаимодействия, включая электронную коммерцию, внедряются экспортные инструменты и поддерживаются совместные промышленные инициативы. Россия также занимает ведущую позицию по объему прямых инвестиций в Кыргызстан. За последние 3 года приток российских инвестиций составил более 500 миллионов долларов США. В 2024 году около 200 миллионов долларов США, что также превышает более 20% от общего объема прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Российский бизнес активно работает в сельском хозяйстве, промышленности, туризме и финансовом секторе. Кыргызстан создает благоприятные условия для инвесторов, действует либеральное законодательство, предоставляются налоговые льготы, упрощены процедуры регистрации, развиваются индустриальные и логистические парки, обеспечивается доступ к льготному финансированию. Особую роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, профинансировавший свыше 3500 проектов на сумму более 800 миллионов долларов США. Реализуются масштабные проекты в энергетике и строительной отрасли, создаются тысячи рабочих мест. Среди ключевых проектов запуск второй линии по производству базальтового волокна в Бишкеке, строительство швейной фабрики в Аше, организация производства стеклопакетов с использованием современного оборудования, а также подготовка к созданию завода по производству инсулина. Также обсуждаются проекты по локализации сборочных производств в сферах машиностроения и агропрома. Кыргызстан принимает меры по улучшению бизнес-среды. Принят закон о бессрочных налоговых льготах для резидентов парка высоких технологий.
Развивается система национальных инвестиционных проектов, поддерживается малый и средний бизнес. Утверждены программы по льготному кредитованию и развитию кластеров. Отдельное внимание уделяется поддержке женщин-предпринимателей. Кыргызстан открыт для конструктивного и долгосрочного партнерства с российским бизнесом и готов к реализации совместных инвестиционных проектов. Благодарю за внимание. Что касается наших двусторонней повестки и самого формата деятельности Российско-Кыргызского фонда развития, хотел бы акцентировать внимание на одной очень важной детали. Если раньше в двусторонней повестке мы всегда говорили о вопросах культурно-гуманитарного характера, о трудовых мигрантах, о денежных переводах, о бюджетной поддержке, о других направлениях, то сегодня, конечно, вопросы экономической повестки, экономического блока, они выходят на первый план в наших двусторонних кыргызско-российских отношениях. И еще одним направлением могло бы стать запуск совместных фармацевтических проектов. На текущий момент в Кыргызстане наблюдается высокая зависимость в части лекарственных препаратов от импорта. По разным оценкам экспертным, от 90 до 95%. Кыргызстан импортирует в части лекарств. При этом мы сейчас наблюдаем, что у многих крупных фармацевтических заводов и Российской Федерации в том числе есть определенные сложности с выходом на внешние рынки. И совместная коллаборация в области открытия фармацевтических производств на территории Кыргызской Республики позволила бы усилить вот эту двустороннюю синергию, а для российских компаний это позволило бы получить прямой доступ к государственным контрактам в Кыргызской республике, а система здравоохранения Кыргызстана закупает лекарственных препаратов на сотни миллионов долларов. То есть это хороший рынок. Еще одним важным направлением могло бы стать развитие агропромышленного комплекса АПК. Причем здесь мы можем говорить не просто о складах фасовки, упаковки, хранении товаров. Мы можем говорить о целой системе взаимодействия между фермерскими хозяйствами, между экологическим производством продукции и между российскими крупными ритейлерами и торговыми сетями. Вот помню, мы в 2017 году, я еще будучи министром экономики, мы прорабатывали с крупными российскими холдингами, это X5 Retail, это Элента, открытие специализированных отделов внутри гипермаркетов и супермаркетов крупных ритейлеров под брендом «Сделано в Кыргызстане». Ну, сейчас, наверное, этот проект не просто можно, его нужно реализовать, и это будет востребовано, в том числе на российском рынке. Что мы можем сделать для этого как фонд? Мы на текущий момент приступили к структурированию новой продуктовой линейки со стороны фонда, ориентированной на двусторонние кыргызско-российские инвестиции. Это и совместные лизинговые, и факторинговые схемы с российскими компаниями, это инвестиционные пакеты с разделением рисков и прибыли, целевые программы сертификации маркетингового выхода кыргызских компаний на российские рынки, инструменты проектного финансирования с участием синдикатов и программ государственной поддержки в Российской Федерации. Также мы активизировали направление по совместному торговому финансированию. И вот на текущий момент, благодаря отдельным продуктам фонда, мы стимулируем двустороннюю торговлю. Уже вот мы буквально месяц назад подписали новых проектов почти на 100 миллионов долларов в части увеличения двустороннего товарооборота между Кыргызстаном и Россией. Я думаю, что все эти проекты, они в совокупности позволят не просто увеличить темп роста двусторонней торговли, но и достичь тех задач, которые были поставлены руководством обеих стран по удвоению взаимной торговли в самой ближайшей перспективе. Мы со своей стороны для реализации этих целей готовы предложить самый широкий спектр направлений, начиная от GR-сопровождения, предоставления и получения разрешительных документов для российской компании, выделения финансирования, структурирования проектов, но и также продвижения уже экспортных возможностей для совместных проектов на внешние рынки. Понимаю, что немножко затягиваю время, но дайте мне еще пару минут. Есть еще некоторые моменты, которые хотел бы озвучить. Вот. За годы деятельности Российско-Кыргызского фонда развития, как было отмечено, фонд занял очень прочную нишу на финансовом рынке Кыргызской республики и статуса крупнейшего инвестора
в экономике, обладающего самой широкой экспертизой по всем ключевым направлениям и секторам экономики. Ежегодные объемы финансирования фонда стабильно занимают порядка 10% от всех, я подчеркиваю, всего кредитного портфеля в банковском секторе, а общая доля в структуре долгосрочных кредитов превышает 30% всей банковской системы Кыргызстана. За 10-летний период мы реализовали более 3500 проектов на сумму $850 миллионов, из которых более 310 миллионов реализованы только за последние 2 года. И такие темпы активного освоения финансирования, они на текущий момент тоже сохраняются.